День за днем мы следим за развитиями событий в республике и за ее пределами. Подводя итоги этой недели, я и мои коллеги расскажем о самых заметных новостях. В эфире программа «Якутия. День за днем». В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Коротко о темах выпуска. Оценка общей работы на благо развития республики. Айсен Николаев официально вступил в должность главы Якутии. Торжественные собрания, возложение цветов и праздничная соха. И в Якутии отметили День государственности. Уникальная площадка для обсуждения финансово-экономической политики России. В столице страны завершился Московский финансовый форум. Знакомство молодежи с героями нашего времени. Якутяне, герои России, провели урок разговора о важном. В ближайшие 3 года частота полярных сияний повысится. Расскажем, почему северное сияние стало частым явлением и когда ждать следующее. Айсен Николаев вступил в должность главы Якутии. Церемония по традиции началась с внесения государственных флагов Российской Федерации и Якутии в Конституцию Республики. Айсен Николаев принес присягу на 2 государственных языках, в которые поклялся добросовестно исполнять свои обязанности, соблюдать законодательство Российской Федерации и региона, защищать национально-государственный статус республики и интересы ее многонационального народа, уважать права человека и гражданина. Клянусь своей честью и достоинством, что буду добросовестно исполнять обязанности главы Республики Саха-Якутия, соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы, Конституцию и законы Республики Саха-Якутия, защищать национально-государственный статус республики и интересы ее многонационального народа, уважать права человека и гражданина. По традиции, церемония вступления в должность главы Якутии состоялась в Государственном театре оперы и балета. На нее были приглашены более 600 человек – старейшины, ветераны, руководители крупных предприятий, главы районов, деятели культуры, образования, здравоохранения, представители молодежи, общественники, члены правительства, народные депутаты и многие другие. Мы как молодежь, как молодая гвардия, как профсоюзная организация студентов Северо-Восточного федерального университета, мы всецело поддерживали нашего лидера нашей республики, нашего Ильдархана во время выборов, во время праймерис. Ну и хотел бы сказать то, что при поддержке Айсена Сергеевича очень многое делается для молодежи. Это открытие различных центров, IT-направления. Но именно для нас, да, для активной молодежи, для волонтеров, это грантовая поддержка главы республики. Мы каждый год участвуем и каждый год становимся победителями, да, различных направлениях. Я очень благодарю и ценю это направление. И, конечно же, личное внимание Айсена Сергеевича. В своем выступлении Айсен Николаев поблагодарил якутян за то, что доверили ему руководить Якутией во 2-й раз. Цитата: «Это большая честь для меня и оценка нашей общей работы на благо нашей Якутии». Конец цитаты. Напомню, за действующего руководителя региона проголосовали 75,77 избирателей. После торжественного мероприятия все присоединились к массовому праздничному осохою, посвященному Дню государственности. Я рада, что у нас остался на 2-й срок Айсен Сергеевич, так как мы очень плотно, деловая Россия, опора России, торгово-промышленная палата, плотно работали предыдущий срок Айсена Сергеевича. И в данный период, когда в принципе идет толчок большой для развития бизнеса и предпринимательства в целом, конечно, хотелось бы пожелать нам совместной работы, предпринять все силы для того, чтобы наш бизнес развивался, а предпринимательство в целом совместно с Айсеном Сергеевичем вышли на более высокий уровень развития. 27 сентября Якутия отметила День государственности. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете республики. Со знаменательной датой якутян поздравил глава региона. Он отметил, что принятие декларации стало важнейшей точкой отсчета, крепким фундаментом для дальнейшего социально-экономического развития республики. Это открыло новую страницу в современной истории региона, у истоков которой стоял наш первый президент Михаил Николаев. Его имя навсегда будет
будет в памяти и в сердце у благодарного народа. Сегодня Якутия переживает годы динамичного развития, демонстрирует высокие показатели экономического роста, является локомотивом развития Дальнего Востока. Это знак того, что люди желают жить, заводить семьи и растить своих детей в Якутии, видят перед собой четкие перспективы и связывают свое будущее с дальнейшим развитием нашего региона, обладающего огромным потенциалом для роста. К масштабным празднованиям присоединились и районы республики. Так, Музей истории и краеведения Усть-Талданского района с началом недели проводит музейные уроки о государственности республики. И такие же уроки усвоили ученики среднего звена Мирюнской средней образовательной школы номер 1. Также в этот знаменательный день свои первые паспорта получили юные граждане района. На мероприятии ребята узнали об истории документа, удостоверяющего личность. В этот знаменательный день, в День государственности Республики Саха-Якутия, в торжественном мероприятии получили паспорта 10 ребят. В данном мероприятии приняли участие Центр офиса «Мои документы», отдел миграционной службы совместно с централизованной библиотекой района. В целом сложилась хорошая традиция вручать паспорта граждан Российской Федерации в дни больших государственных праздников. 27 сентября 5 школьников Якутска получили свои главные документы на сцене на площади Орджоникидзе из рук председателя Якутской городской думы Альберта Семенова. Все 5 отличились хорошими показателями в учебе и в общественной жизни. Вместе с паспортами граждане России получили и текст основного закона страны – Конституции Российской Федерации. Я сегодня очень счастлив, что моя дочь получила паспорт в такой знаменательный день, в День государственности нашей республики. И я хочу, чтобы она, как гражданка России, жила в мирной, счастливой, хорошей стране. Я учусь в 17-й школе, в 8 классе. И я занималась художественной гимнастикой и в IT-школе «Алтан». Я рада, что получила паспорт в такой день и стала гражданином Российской Федерации. День государственности республики отметили в столице Дальнего Востока, в арт-галерее, где проходит выставка графики и живописи Ирины Микумяновой под названием «Моя Якутия. Полеты». Студенты Дальневосточного федерального университета и представители студенческой общественной организации «Кискилл» совместно с работниками постоянного представительства Якутии по Дальневосточному федеральному округу присоединились к празднованию значимой даты. Ребята спели якутские песни, а также поиграли в якутские настольные игры. Уважаемые земляки и жители республики, поздравляю вас с Днем государственности нашей республики. Даты достижения республики, как внутри республики, так и за ее пределами. И мы тоже стараемся помогать представлять интересы республики здесь, за пределами. Также в селе Юнкюрь Алекминского района прошло торжественное открытие сквера Победы и монументов славы. Данный сквер открыт благодаря программе поддержки местных инициатив. В нем были проведены работы по обустройству территорий, бетонирования дорожек и площади, где размещен памятник участникам Великой Отечественной войны. Проведено освещение и огораживание. Это уже 6-й объект в Манджигарском наследии, открытый по программе поддержки местных инициатив. По программе поддержки местных инициатив важно, чтобы население тоже участвовало. Для того, чтобы мы выиграли конкурс, мы пообещали, что мы будем делать какие-то работы самостоятельно. И на этом месте не раз проводились субботники, убирали листья, косили траву, вырубали старые деревья. Окрашивание забора произошло силами молодежи, так скажем. В День государственности жители Батулинского наследия инспекция охраны природы Верхневилюйского улуса посадили деревья в отремонтированном парке в честь 90-летия 3 земляков, которые получили звание народных. Это народный художник Николай Амыдаев, народный учитель республики Василий Долгунов и народный поэт Василий Сивцев. Старший инспектор Василий Васильевич Титов представил саженцы боярышника, рябины, пихты, кедры и сосны. Также в этот день на территории новой строящейся школы Батулинского наследия ученики 9, 10 и 11 классов посадили 21 березу. Деревья для нашей новой школы, а так по территории возле школы планируется посадить много деревьев
но пока ведутся работы, не закончились, поэтому мы сегодня посадили 21 деревья, в основном березы. Посадка деревьев у нас ведется издавна. Каждый год мы деревни в парке садим, и возле старой школы тоже садили. И сейчас вот возле нашей новой школы решено садить, озеленением заниматься. В праздновании Дня государственности не стал исключением и Нейрунгри. Там прошел фестиваль мастер-классов «Заветы мира предков Саха». Подробности в нашем следующем материале. Праздник, посвященный Дню государственности, прошел в культурно-этнографическом центре города Нейрунгри. Гостями праздника стали дети с ограниченными возможностями здоровья, которые с большим интересом узнали о государственных символах Якутии, полезных ископаемых и географических особенностях региона. 27 сентября сегодня День государственности Республики Саха-Якутия. И, конечно же, это мероприятие несет в себе огромный патриотический смысл, пожалуй. Потому что сегодня дети знакомятся не только с традициями, с музыкой. Они вообще узнают очень много о своем замечательном крае. Организаторами праздника выступила и общественная организация «Саха-Аймах», силами которой для ребят были организованы различные мастер-классы, связанные с традиционными якутскими ремеслами. Здесь будут проведены такие мастер-классы, как исполнение горлового пения, то есть навыки, да? Также звуки хамуса будут дети учиться издавать, да? Также будут учиться разговорному якутскому языку, узнают особенности алфавита якутского, да? Научатся изготавливать различные поделки. Это чехлы для телефонов, магнитики, обереги в точечной росписи по стеклу, да. Все маленькие гости по завершению праздника получили сладкие подарки. И, по словам организаторов, подобные встречи будут происходить и далее на регулярной основе. Иван Лазаренко, Вадим Барашков, Нейрунгри. Продолжим подводить итоги минувшей недели. После небольшой паузы оставайтесь с нами. Это итоги недели, мы продолжаем. Сразу после вступления в должность глава Якутии Айсан Николаев отправил в отставку региональное правительство, руководствуясь Конституцией республики. С 28 сентября члены правительства работают в статусах исполняющих обязанности до формирования нового состава Кабмина. В течение 2 недель Айсан Николаев внесет в республиканский парламент кандидатуры на должность председателя правительства и его заместителей, а также ряда ключевых министров. Глава Якутии обозначил борьбу с бедностью одной из главных задач на ближайшие 5 лет. В ходе заседания Совета по местному самоуправлению он подписал соответствующий указ, первый в новой должности. Глава региона поставил задачу сократить уровень бедности в республике в 2 раза в предстоящую 5-летку. Для достижения цели планируется обеспечить рост заработной платы работающих, увеличить численность занятого населения, внедрить социальное сопровождение людей, попавших за черту бедности. Также в указе содержится ряд мер, направленных на минимизацию рисков наступления бедности. Среди них поддержка семей с детьми, пропаганда здорового образа жизни, расширение практики замещающих семей. В Совете по муниципальному МСУ всегда с участием главы республики мы обсуждаем текущие моменты, планы на будущее. Тем более сейчас будет формироваться бюджет на следующий 2024 год. И какие приоритетные направления будут здесь высказываться, тем более от имени главы республики, от имени правительства нашей республики. Топ-3 лидеров рейтинга инвестиционного климата определили среди районов Якутии. Горный район в этом году занял 1-е место в рейтинге, на 2-м месте Анабарский район, на 3-м Ленский. Айсан Николаев отметил лидеров на заседании Совета по местному самоуправлению. Начиная с этого года, вошедшим в топ-3 данного рейтинга, республика будет предоставлять дополнительные дотации на поддержку сбалансированности местного бюджета в размере 1 миллиона рублей. Глава Якутии призвал глав районов и городских округов серьезно относиться к вопросам инвестиционного климата.
И в продолжении экономической темы в столице завершился Московский финансовый форум. Его главной темой стала финансово-экономическая система России в период мировой трансформации и поиск нового баланса. На пленарном заседании, где выступил Михаил Мишустин, отметили, что сложности позади, но впереди еще много работы. А сессии, посвященные финансовым инструментам, показали, что запас прочности в инвестициях. В каких именно, расскажет Айсена Бурнашова. Экономический порядок в мире меняется. Финансовая фрагментация, превалирование геополитики над экономикой, акцент стран на самообеспеченность. А ведь эти тенденции – только начало больших финансово-экономических изменений. Тем не менее, для России наиболее сложный этап пройден. Об этом в своем выступлении отметил председатель правительства страны Михаил Мишустин. Наша экономика доказала свою устойчивость. Главная задача России сейчас – дальнейшее развитие вопреки санкциям. В прошлом году никто из зарубежных экспертов не ожидал, что при таком колоссальном давлении валовой внутренний продукт просядет всего на 2%. Стране удалось плавно адаптироваться к новым вызовам и довольно быстро вернуться к устойчивому росту при стабильной ситуации на рынке труда и при высоких темпах инвестиций. Рост ВВП планируется и в следующие 3 года на уровне выше 2%. Ключевыми драйверами роста станут инвестиционная и потребительская активность, отметили на заседании. Разговор о развитии страны и повышении доходов ее жителей продолжили и на сессии об инвестициях в бриллианты. По прогнозам, рост спроса на люксовые товары в ближайшие лет 5 составит примерно 70%. Кто драйвер? Это в том числе инфляция, очень высокая корреляция реальных товаров, в том числе предметов искусства, роскоши и бриллиантов и украшений с инфляцией и со ставками. В прошлом году правительство одобрило нулевую ставку НДС на покупку алмазов и бриллиантов, что положительно сказалось на их доходности. На форуме Минфин России также поддержал отмену НДС, а в рамках инвестиционной программы «Алроса» как основное бюджетообразующее предприятие Якутии анонсировало опцию обратного выкупа бриллиантов у частных инвесторов. Мы вот этот неприятный момент, когда человек переплачивает при совершении вот таких сделок с драгоценными металлами и камнями, просто убираем. Раньше это мешало инвестировать, то есть надо было подождать, пока 20% как-то оправдаются и так далее. Сейчас можно взять инвестиционный пакет, бриллиантовую корзину, и вот эта корзина, она уже будет продаваться без НДС со стороны физического лица. Минфин анонсировал свою позицию о продлении льготы по НДС на следующий год. С прошлого года это привело к существенному росту интереса инвесторов к данному активу. В настоящий момент к программе уже подключилось 16 банков. И рост продаж по сравнению с началом прошлого года увеличился более чем в 5 раз. Помимо этого, компания объявила, что доступность входа в инвестпрограмму будет изменена. Сейчас порог составляет от $20 тысяч. Его хотят сократить до 10 тысяч. Мы хотим, чтобы бриллианты в дальнейшем имели такую же инвестиционную привлекательность, как золото, при этом обладая рядом своих преимуществ. В том числе для этого в ближайшее время на московской бирже будет запущен специальный индекс по бриллиантам, чтобы инвестор тоже мог наблюдать за состоянием курса. Таким образом, инвестиции в бриллианты станут доступнее для россиян, а компании это позволит более эффективно продавать внутри страны. Это ведь еще и поддержка бюджета России, и в том числе бюджета Республики Саха-Якутия. Потому что, во-первых, «Алроса» – это на 2/3 государственное предприятие, во-вторых, оно имеет полный цикл производства, разведки, огранки и находится в Якутии. Соответственно, и жизнь россиян будет лучше, и возможность для сохранения средств у людей появится в бриллиантах. И, конечно, в Якутии будет больше денег. Кстати, потребительская активность и расширение обрабатывающих производств лежат в основе доходной части бюджета страны. И именно бюджет на предстоящие 3 года, которые рассмотрят в Госдуме в ближайшее время, должен обеспечить главную задачу – устойчивое развитие государства. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва.
Алроса продолжит поддерживать коренные и малочисленные народы Севера. На днях компания подписала трехстороннее соглашение о взаимном сотрудничестве с правительством региона и Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера в республике. Об этом на встрече с представителями ассоциации заявил генеральный директор Алроса Павел Маринычев. Подробности далее. Одним из важнейших направлений социальной политики Алроса уже многие годы является поддержка коренных малочисленных народов Севера. За последние 6 лет общий размер целевой помощи со стороны группы Алроса составил свыше 1 миллиарда рублей районам, где ведется непосредственная деятельность компании, а также территории компактного проживания коренных малочисленных народов Севера. Компания не только строит социальные объекты, но и активно поддерживает инициативы, связанные с сохранением национальных культур, языков и фольклора коренных народов. Мы стараемся работать исключительно на принципах взаимного уважения, бережного отношения и к земле, к самой, и к традициям. Мы это действительно уважаем и стараемся работать так, чтобы нам не было стыдно, чтобы мы, наоборот, гордились результатами своей работы. И чтобы люди, которые проживают там, где мы работаем, они чувствовали это уважение, эту поддержку. И хочу вас заверить в том, что мы и дальше будем работать исключительно на этих принципах, развивая наши отношения. Со своей стороны мы надеемся, что это приведет к сохранению и развитию культур народов, на земле которых мы работаем. Вот если не усложнять, то по большому счету смысл этого соглашения ровно в этом. Павел Маринычев отметил роль экологического центра Алроса, который проводит активную работу для сохранения традиционного уклада жизни и промыслов коренных народов. Ежегодно реализуются масштабные проекты, такие как фестиваль «Язык предков», выставка традиционного творчества «Аяр-Ус», издание книги «Колодец сказок» на эвенкийском и якутском языках, документирование священных, сакральных мест коренных малочисленных народов Севера и многие другие. В продолжении многолетнего сотрудничества Алроса поддержала новые инициативы Ассоциации коренных малочисленных народов Севера в республике. Предложения переросли в реальные проекты, которые отразились в трехстороннем соглашении. Такой документ подписан впервые. Именно Алроса является, наверное, первопроходцем такой новой мировой тенденции, как соуправление коренных народов в добыче своих полезных ископаемых. Именно Алроса стала первым предприятием, акции которых были переданы местным территориям. И это сотрудничество у нас будет постоянным, долговременным. И оно ориентируется на то, что поддерживается коренные и культура коренных малочисленных народов Севера не с точки зрения только лишь каких-то мероприятийного подхода. Мы именно ставим с точки зрения содержания именно существенную такую поддержку носителям нашего языка, именно функционированию наших языков, именно поддержке наших фольклорных коллективов. Каждый проект в рамках без прикрас исторического соглашения призван содействовать возрождению культурной самобытности Севера. Предстоит большая и на сегодня беспрецедентная работа по оцифровке культурных артефактов из фонда рукописных памятников, созданию аудиовизуального фонда из читающих языков, цикла художественно-публицистических, документальных и мультипликационных фильмов о жизни, культуре и традициях Севера. Соглашение станет долгосрочным документом, который окажет реальную помощь в развитии образования и культуре коренных малочисленных народов Севера. Александр Хавренко, Павел Пахомов, Якутск. Состоялось первое заседание 7-го созыва Госсобрания Илтумен. В ходе сентябрьских выборов было избрано 70 народных депутатов, где 33 работали в прошлом созыве, а 37 вновь избранные. Председателем Государственного собрания вновь избран народный депутат от партии «Единая Россия» Алексей Еремеев. За него проголосовал 61 парламентарий из 68. Также избраны новые заместители председателя парламента Якутии. Отмечу, что в новом созыве будет 3 должности заместителя, помимо первого вице-спикера. Так, народные депутаты отдали свои голоса за представителей партии «Единая Россия» Юрия Николаева, Александра Подголова и Афанасия Владимирова. Заместитель, который будет возглавлять комитет по государственному строительству и законодательству, это самый ведущий комитет нашего Государственного собрания Илтумен. Второй заместитель будет возглавлять комитет по бюджету, финансам, налоговой, ценовой политике, вопросам собственности и приватизации. Ну и третий заместитель, предполагается, что он будет возглавлять новый комитет, который стоит на повестке дня сегодня. Это по делам военнослужащих, ветеранов боевых действий, вопросам патриотического воспитания и делам общественных организаций.
Перейдем к другим темам. Уже с 1 октября стартует осенняя призывная кампания. Традиционно она продлится до 31 декабря. Самое главное нововведение этого года – применение ряда ограничений для тех, кто не явился в военный комиссариат для прохождения медосмотра. Решение о запрете будет автоматически формироваться в реестре воинского учета и подписываться электронной подписью военного комиссара. Граждане узнают об этом из информации, направленной в их личный кабинет на портале госуслуг. Запрет будет действовать до тех пор, пока гражданин не явится по повестке в военный комиссариат. Чем могут помочь обычные свечи из банок? Как оказалось, банки, картон и парафин создают действительно многофункциональное оборудование – блиндажные свечи. Делаются быстро, материалы доступны, выполняют целых 3 функции – освещение, обогрев и приготовление пищи. С производством свечей знакомилась Марина Захарова. Управление государственного строительного и жилищного надзора республики в очередной раз приступило к оказанию помощи военнослужащим на территории специальной военной операции. Первый шаг – блиндажные свечи. Изготавливают их сотрудники в свободное от работы время. За 10 дней они успели сделать порядка 600 свечей. В прошлом году они отправили в зону специальной военной операции около 1000 штук и собираются не отстать в этом. Функционал тройной – освещение, обогрев и приготовление пищи. Мы очень рады поучаствовать в такой акции. Думаю, ребятам на передовой очень пригодятся эти свечи. В этом процессе успели поучаствовать многие. Банками обеспечили детские сады и школы со всей республики. Картон от коробок взяли из магазинов, а парафин отправил в фонд «Якутия с тобой». Картон нарезается полосками, утрамбовывается в банке, заливается парафином. И свеча готова. Хватает ее от 2 до 8 часов. Не дымит и греет так хорошо, что и одежду с обувью можно будет высушить. С каждого отдела по 1, по 2 человека у нас обычно работают. Мы стараемся выделить такое количество сотрудников. Огромное спасибо всем, кто помогает нам в этом. Это детские садики, школы, которые отправляют нам пустые банки. В этом году они приходят к нам мытые, без зазубрин. Это очень хорошо, ускоряет нашу работу. Отправляют не только городские детские садики, но и со всей республики нам приходят. Уже мы завершили прием таких банок, потому что они поступили к нам в достаточном объеме. Кроме того, мы также получили помощь со стороны фонда «Якутия с тобой». Помощь предоставляется комплексная. Помимо всего перечисленного, участникам специальной военной операции отправляют заказанные ими вещи – консервированная еда, уха, например. А служащие в медчастях получают посылки со всеми необходимыми медикаментами, инструментами, а также квадрокоптером для облегчения нахождения раненых. Также уже был заказан специальный материал, из которого сотрудники сошьют плащи. Марина Захарова, Илья Сыромятников, Якутск. В историческом парке «Россия. Моя история» прошла встреча школьников и студентов с героями России – Александром Колесовым, Филиппом Евсеевым и Алексеем Неустроевым. Мероприятие прошло в рамках цикла уроков разговора о важном в целях познакомить молодежь с героями нашего времени. Ребятам рассказали о важности патриотизма, затронули темы фашизма, Великой Отечественной войны, поговорили о событиях, происходящих в Украине. Это очень интересно, потому что мы же не знаем, сидя здесь, что там происходит на самом деле. А они рассказывают, что там происходит, какие там трудности, опасности. Это важно, потому что я родился тут, я хочу защищать ее. Моя семья тут, мои родственники. Поэтому наш долг вырасти достойными гражданами Российской Федерации. В Якутске завершился республиканский конкурс по пошиву одежды «Тепло рук». По итогам данного соревнования были определены 6 призовых мест. Первое за Амгинским, 2 вторых за Мегино-Кангаласским и Намским и 3 третьих места за Татинским, Чурапчинским и Хангаласским районами. Всего в конкурсе приняли участие 12 команд, около 90 человек из 11 различных районов республики. Тему продолжит Тимур Колмогоров. С утра в мастерской «Тепло рук» раздается стук швейной машины. Бабушки уже круглый год добровольно помогают защитникам Отечества, храбрым бойцам специальной военной операции. Также в этом году во 2-й раз решили провести республиканский конкурс. Команды участниц должны были пошить комплект одежды, состоящий из более 10 наименований. Им своими дельными советами помогли мастерицы швейного цеха «Тепло рук». В основном мы спрашивали, как капюшон шить. Ставки там ставить обязательно под шнурок. И чтоб объемный был,
Если тут от горловины чуть-чуть выше, я посоветовала, что от плечевого шва отпуститься 3 сантиметра и сделать зашивку. Всего за время конкурса было сшито 84 комплекта одежды для военных, участников специальной военной операции. В комплект входят нательное белье, дождевик, хлопчатобумажный костюм, тактическая рубашка, футболка и многое другое. Каждый комплект одежды тщательно проверялся. Материалы, нитки и оборудование для одежды предоставляли организаторы. Непрерывно с нами работают 6 филиалов наших, и эти филиалы нам дают до 50% нашей продукции. 1 октября у нас исполнится уже год, как мы начали работать, и за это время мы уже одели 1500 человек с ног до головы. Одежда, шитая с любовью, с верой на победу, защищает бойцов от вражеских пуль, поднимает боевой дух. Там, где проходят боевые действия, климатические условия нестабильны. То ветер, то слякоть, то солнце выглянет, то дождь пойдет. Поэтому, несмотря на короткое время, команда Амдинского района быстро и качественно выполнила свою работу. По итогам конкурса именно их экспертное жюри выбрало победителей. Победительницы вручается благодарственное письмо правительства Республики Саха-Якутия. Мы все там, которые участвуем, да, у нас тоже вот мужья, да, братья, все вот участники тоже, да, всего, и мы тоже вот к этому как-то относимся, вот, или слага, да, и наши парни тоже уезжают, и мы заказываем то, что мы сами шьем, им помогаем, и они все отсюда одеваются и тоже вот уезжают тоже. Команде Амдинского улуса, занявшая первое место, в качестве приза вручили швейную и оверлочную машинку. Оставшиеся команды тоже не остались без призов. Все сшитые комплекты одежды во время республиканского конкурса будут отправлены на фронт для дополнительного обеспечения и поддержания духа бойцов. Тимур Калмогоров, Семен Семенов, Якутск. Продолжим подводить итоги недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Это итоги недели, мы продолжаем. Без газа остались 96 квартир дома 6/1 на улице Амосова в Якутске. Сколько бы ни было написано писем, заявлений и жалоб, сколько ответов не было получено, ситуация не меняется почти на протяжении уже 4 месяцев. В причинах разбиралась наш корреспондент Марина Захарова. У нас 20 июня отключили газ, и до сих пор мы без газа сидим, уже 4-й месяц получается. А у нас инвалиды живут, старики живут, дети, младенцы до года. Вообще, и так терпели, ждем, но никакого результата нет. В ответе Министерства промышленности и геологии Республики на коллективное обращение жильцов сказано, что 20 июня 2023 года Сахатранснефтегаз приостановил подачу газа, поскольку Центральная аварийная диспетчерская служба не предоставила положительную диагностику. Пару месяцев шли разбирательства, жильцам передали, что документы все есть, без замечаний, были направлены, однако газ так и не вернули. Мы не знаем, о чем они говорят, вот поэтому никто конкретно не говорит. Хотя вот староста вроде бы все лето ходит по инстанциям, почему нет газа. Как бы пишут, что скоро подключат. И вот до сих пор ВОЗ и ныне там. И не знаем мы конкретно. Потому что директор управляющей компании, когда было совещание, он сказал, что результат диагностики, он положительный. Просто документацию они должны были оформить, передать УГРС правильно. И на этом должны были бы решиться вопрос. Кому только не обращались жители дома 6/1. Список внушительный. А между тем волнения и недовольство растут с каждым перенаправлением обращения. Главное, это управляющая компания и наша управа. Они, наверное, должны были это отработать. Поэтому
Ну, за себя я не скажу, но семьи, которые с детьми, я просто не представляю, как они живут, это первое. Второе, если у нас пенсионеры, как они оплачивают вот эти счета за электричество? Ведь это чайник надо, обед надо. Не будешь же все время по столовым ходить, так сказать, и никто не будет ходить. Поэтому поражает отношение, конечно, нашей управы, нашей компании и, естественно, вот газовиков к нуждам населения. Мы договорились с начальником службы технического обслуживания газового оборудования УГРС, чтобы узнать причины приостановки подачи газа и возможных путях разрешения данного вопроса. В ходе встречи стало известно, что, исходя из полученных документов, техническое диагностирование было выполнено лишь на 59%, что не соответствует требованиям безопасности. По всей России происходят взрывы. Вот недавно тоже в Подмосковье был взрыв. В связи с этим мы будем настаивать, чтобы 100% обходили. Мы не допустим подключения газа без 100% уверенности, что вот это жильцам ничего не угрожает, что внутридомовое, внутриквартирное газовое оборудование обеспечится полная безопасность. К сожалению, от УГРС в данной ситуации мало что зависит. Без проведенных обязательных мероприятий восстановить подачу газа они не могут. У нас безопасное использование и содержание внутридомового газового оборудования обеспечивается 4 способами. Это техобслуживание, которое мы выполняем совместно с управляющей компанией «Сады», где у нас договор с ними. Это ремонт, который мы делаем при техобслуживании, если находим замечания. А также обеспечивается аварийно-диспетчерское обеспечение, которое 04 наша тоже организация прикрывает. И 4-й пункт – это техдиагностирование, где привлекаются сторонние экспертные организации. Обслуживающие организации не имеют права заниматься этим. Да, то есть мы сами себе не можем выдавать там заключение положительное или отрицательное и так далее. Поэтому вот эти организации сторонние привлекаются для выявления более качественного анализа. Жители сами выбирают компании, что будут проводить диагностику, и выбор их в основном падает на наиболее дешевые варианты. Дом 6/1 обслуживается московской компанией, соответственно, специалисты посещают Якутск лишь на пару дней по причине отсутствия некоторых жильцов, диагностика проводится частично. Теперь управляющей компании нужно вызвать их повторно и обзвонить всех жильцов, чтобы в день диагностики был полный доступ к газовому оборудованию внутри квартир. Или, как вариант, заключить договор с местными организациями, у которых будет возможность наносить визит в течение продолжительного времени. Также известно, что направленные в управляющую компанию предупреждения о подключении газа по неизвестной причине не были донесены до дома 6/1. А с АДС до нас не удосужился товарищ Михайлов донести. Марина Захарова, Георгий Григорьев, Семен Семенов, Якутск. На повестке дня у города комфорт, красота, а также способы их реализации с учетом сохранения традиций народа. В Якутске впервые проходит фестиваль архитектуры ЭйГЭ «Диалог на квартале». Стал он одним из первых мероприятий в преддверии вручения премии в сфере архитектуры и дизайна ЭйГЭ-2024. Архитекторы, заказчики, дизайнеры, подрядчики, эксперты, главы поселений и местные жители собрались в креативном кластере «Квартал труда», чтобы такой большой и сплоченной командой определить дальнейшие пути развития нашей республики. Наш фестиваль стартовал еще в сентябре месяце. Мы ввозили наших победителей конкурса Дальневосточного федерального округа. Всем, наверное, известно, что в республике у нас 10 победителей, 10 муниципальных образований. Мы набрали достаточно максимальные баллы, и наше муниципальное образование мы проводили обучающий процесс именно в Республике Татарстан, в городе Казани, где проходила программа управления общественными пространствами. Сегодня и завтра мы будем продолжать наш фестиваль уже в рамках этих стен, в формате диалога. В Нейрюнгри началась реализация уникального в своем роде проекта строительства микрорайона частных домов коттеджного типа. Наша съемочная группа побывала на стройплощадке и узнала подробности реализации проекта. Воплотить свои мечты, а в реальности жить в частном доме смогут нерюнгринцы с появлением здесь, на этом огромном пустыре, самого настоящего коттеджного поселка. Застройка уже началась. Тем, кто склоняется в пользу частного дома, нравятся очевидные преимущества. Тишина, свежий воздух и собственный двор для отдыха. Спрос на такое жилье всегда высокий, но не всегда есть возможность найти подходящий участок для строительства дома своей мечты. Мы в нашем городе заметили, что есть востребованность как раз-таки жилой застройки, частной жилой застройки.
Практически все участки, которые были отведены под частную жилую застройку в конце улицы Чурапчинской, уже розданы нашим жителям, те, которые хотят строиться. Поэтому есть потребность, и эту потребность полностью восполнит предприниматель, который взял участок под застройку коттеджными домами. Новый поселок будет построен в черте города. По соседству расположится торговый центр, ресторан и гостиничные комплексы. Проект своего будущего дома каждый будет выбирать себе сам, но при этом микрорайон будет оформлен в едином стиле. Здесь будет размежовано 104 земельных участка площадью каждый 30 на 30 метров, то бишь 9 соток для частного домостроения. Значит, будут заказаны проекты под каждого индивидуально, то бишь типовые мы отказались делать, потому что семьи разные, у кого-то 3 детей, у кого-то 4, кто-то вдвоем с женой хотят жить в частном доме. Поэтому приняли решение сделать одинаковые заборы из облицовочного кирпича, красивые. Значит, дома будут тоже облицовочным кирпичом. Вот снаружи все это будет облагорожено. Внутри уже планировка, каждый индивидуально будет себе заказывать. Архитектор будет рисовать проекты, мы будем строить по заданию архитектора. Проект нового коттеджного поселка подразумевает развитую инфраструктуру, широкие улицы, единое оформление домов и организацию парковой зоны для комфортного отдыха. А потом все это облагораживать будем, потому что много коммуникаций копать надо будет, отопление, канализацию, все это экскаваторами. Зеленую зону не получилось сохранить, потому что невозможно построить без убрать этот лес надо было сначала. Потом, естественно, будем все это засаживать, красиво облагораживать, как вот в больших городах делают застройщики, все это будем делать. Тротуары плиткой выложим. Хотим сделать светильники красивые на домах, чтобы освещение было, улицы, дороги, там все это, чтобы освещалось. Новый коттеджный поселок станет самым настоящим украшением столицы Южной Якутии. А первые новоселы, которых будет более 100, заедут в новые дома уже осенью следующего года. Иван Лазаренко, Вадим Барашков, Нерюнгри, Якутия. День за днем. В Ленске в центре города появилась еще одна детская игровая площадка. За последний месяц это второй спортивный объект. Недавно подобная площадка была установлена в микрорайоне Ханайдах. Подробности далее. Современная спортивная детская площадка была подарена ленским ребятишкам предприятием «Транснефть Восток». Компания постоянно реализует благотворительные проекты на благо жителей района, где осуществляет свою деятельность. Новый спортивный объект появился по улице Первомайская, 28, в центре города, где несколько лет назад был возведен новый жилой комплекс. Зон для развлечений детворы здесь совсем не было. Здесь жители близлежащих домов ставили свои автомобили. Вот здесь была большая-большая лужа. Но сейчас мы, конечно, очень рады около дома иметь такую площадку. Было бы вообще замечательно, если бы засыпали песок в песочницу, потому что дети, играют без песка. А так нам здесь очень нравится, очень безопасное, красивое место. Сюда приятно приходить. Очень немаловажно, что площадка оборудована урнами для мусора. Рады родители, еще больше рады дети. Площадка, появившаяся несколько дней назад, теперь не бывает пустой. Здесь развлекается не только местная детвора, но не могут пройти мимо ребятишки, возвращающиеся домой из детских садов. Нам бы, конечно, хотелось, чтобы побольше таких площадок делали бы для детей, чтобы дети могли играть, чтобы где-то развивались они. В день нашей съемки на площадке было, мягко сказать, многолюдно. Счастливые лица, детский смех. Кто-то катался с горки, кто-то качался на качелях. Раз, два, полетели! Мальчишки постарше проверяли свои силы на уличных тренажерах. И никто не хотел уходить. Благо, день выдался теплый. Я люблю кататься на горке, и кататься на качелях и лазить. Я всегда сюда буду ходить. Тут много детей гуляют. Вот мы давно это еще было, когда ее построили. Мы играли, а к нам уже все присоединились, это старшики. Новая площадка стала одной из лучших в городе. Игровой городок, аттракционы, мягкое покрытие, лавочки и даже урны здесь есть. В ближайшее время будет облагорожена и территория вокруг. Светлана Валеева, Виталий Андреев, Ленск. Продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами.
Вы смотрите итоговую программу «Якутия. День за днем». Мы продолжаем. Ласковые, близкие друзья малышей, открыватели мира прекрасного и большого. Все эти слова адресованы работникам дошкольного образования. На этой неделе они отметили свой профессиональный праздник. Страницы истории рассказывают, что первый детсад в России был открыт еще в 1863 году в Санкт-Петербурге. Сейчас в Якутии работают 747 дошкольных образовательных учреждений разных форм собственности, в которых трудится 8 тысяч сотрудников и воспитываются более 65 тысяч детей. Для их развития внедряется федеральная программа, а также формируется современная образовательная среда. В Доме правительства номер 2 состоялось торжественное мероприятие. В рамках него были вручены федеральные и республиканские награды самым лучшим работникам дошкольного образования. 35 лет педагогической деятельности, из них 23 года работаю методистом. Но у нас работа проводится в рамках проектной деятельности. У меня есть общественная нагрузка. Я являюсь руководителем МО воспитателей якутских групп детских садов города Якутска. Современный воспитатель должен быть позитивным, любящим детей, уметь общаться со всеми, с родителями, найти общий язык, с педагогами, с коллегами, радоваться жизни и каждый день развиваться и развиваться. Пенсия не повод сидеть дома и скучать, уверены курсисты школы 3-го возраста, которые работают в Якутске уже много лет. Впрочем, в школе можно не только учиться, но и преподавать, чем и занимаются активные пенсионеры. В чем заключается залог активного долголетия, узнавала наша коллега Мария Кардашевская. Татьяна Яковлева всю жизнь проработала журналистом. Сначала 15 лет в газете «Полярная звезда», потом еще 20 в «Она плюс». Женщина признается, что раньше у нее катастрофически не хватало времени на свое хобби. И только после выхода на пенсию у нее появилась возможность учиться чему-то новому. И вот уже год Татьяна посещает занятия по бисероплетению в школе 3-го возраста. Я вот сейчас смотрю, неужели это я сделала, допустим, вот так вот, всю красоту. И все мои родственники, все мои дети очень рады, что вот мама чем-то занимается. Это просто интерес к жизни. Вот я советую всем пенсионерам не сидеть в 4 стенах. Обязательно вот тут каждому есть занятие, о чем вы мечтали в молодости. Впрочем, в школе можно не только учиться, но и самому преподавать. Одна из инструкторов школы – Надежда Холмогорова. Еще в 2016 году женщина пришла на йогу в качестве ученицы, а уже через 5 лет прошла курс обучения на инструктора, чем и занимается по сей день. Наши курсанты потом развивают выносливость, силу. И самое главное, это у них меняется психоэмоциональный аспект. То есть улучшается настроение, сон. Люди стараются в этом возрасте быть более гармоничными внутри себя. А гармония распространяется и на родных, и на всех людей, с которыми они общаются. Уроками в школе дело не ограничивается. Курсисты не только совместно ездят на природу и занимаются активным отдыхом, но и выезжают за пределы республики, представляют свои работы на фестивалях и выставках. Мы ездили в центральных городах, в Питере на форуме 2 раза выставка ездили полным чемоданом. Еще в Калининграде, в Европе ездили. Выставка прошла очень успешно. В Польше тоже выставку делали. В учреждении работает более 30 секций. Можно найти занятия себе по вкусу, чем и занимаются активные пенсионеры в более чем 30 секциях по таким направлениям, как образование, творчество, оздоровление, фольклор и многим другим. Очень много есть у нас танцевальных коллективов и клубов по направлениям тоже. Образовательные у нас направления – это в первую очередь компьютерная грамотность и мобильная грамотность, которую мы обучаем уже который год и совместно с библиотекой Smart 203 это успешно реализуем в жизнь. Да? И образовательные у нас есть еще английский язык. Буквально с октября месяца у нас будет английский язык 2 раза в неделю. Школа 3-го возраста работает в Якутске уже 11 лет. Занятия могут посещать не только пенсионеры, но и те, кто вот-вот выйдет на заслуженный отдых, а также люди с инвалидностью. За год учреждения посещают более 2000 курсистов. Более того, онлайн-форму обучения только за прошлый год прошли свыше 10 тысяч человек со всей республики, что говорит о том, что школа 3-го возраста – нужное и полезное учреждение. Мария Кардашевская, Иван Саракумов, Якутск.
В преддверии Дня российского среднеспециального образования в Якутске во Дворце культуры и современного искусства имени Гагарина проходит фестиваль творческих коллективов на высоте 2023. Студенты, преподаватели и наставники 20 учреждений среднеспециального образования представляют на суд жюри свои творческие номера. Народные эстрадные песни, танцевальные, фольклорные композиции. Выступления коллективов оценивает экспертное жюри. 1 октября победителей и лучшие номера фестиваля можно будет увидеть на гала-концерте. Я не буду скрывать, мы волновались, но мы так долго готовились, мы старались, мы были все вместе. И мне кажется, у нас сегодня все получилось. Конечно, все откликнулись только положительно, только за. И я хочу отметить, что с каждым днем, с каждой репетицией становилось вот все лучше и лучше. Вот когда ты что-то делаешь, да, у тебя получится. В Доме дружбы народов состоялось открытие выставки вышитых карт и гербов «Славься, моя Якутия». Мероприятие приурочили ко Дню государственности республики. Организатором выставки выступил Национальный центр народного прикладного искусства и художественных промыслов «СИМЭХ». На выставке представлены уникальные ручные работы мастеров со всей республики. Подробнее в следующем материале. Вышитая карта Якутии действительно огромная. Ее размер составляет 210 на 210 сантиметров. Кропотливая работа длилась целый год. Над ней работали лучшие мастерицы республики. На карте по периметру расположены 5 экономических зон республики. Центральная, южная, восточная, западная и арктическая. Вышитая карта республики сделана в рамках проекта «Вышитая карта России», где приняли участие 82 региона страны. В 2023 году мы объявили по всей республике конкурс на вышитую карту республики и приняло участие, 7 проектов нашей карты, где победителем стала карта «Вышитая карта Якутии», где руководителем является Людмила Петровна Жиркова. Я считаю, что это очень уникальный, очень красивый проект Российской Федерации, где, представлены все народы многонациональной нашей Родины России. На конкурсе было представлено всего 7 карт республики, вышитых мастерами из Намского, Чурапчинского, Мегино-Кангаласского районов и Якутии. Людмила Жиркова поделилась, что целью данной карты является показ уклада жизни народов, проживающих в суровых климатических условиях. По периметру карты выполнены орнаменты большинства народов, которые проживают на территории республики. Хотели отобразить и отобразили именно жизнь тех коренных народов Якутии, которые проживают в этих территориях. Поэтому у нас получилась очень интересная такая карта, в которой мы по 3 направлениям отобразили богатство, природные ресурсы республики, дальше этнический состав населения. И как раз именно последний – это самобытный уклад тех народов, которые проживают в этих экономических зонах. Выставка «Славься, моя Якутия» будет проходить с 25 сентября по 8 октября в галерее национальных культур Дома дружбы народов. Даяна Федорова, Владимир Павлов, Якутск. В этом месяце якутяне часто наблюдали северное сияние, даже в центральных районах республики. Красивое природное свечение возникло и над столицей Якутии. С чем это связано, как долго продлится активность, а также о природе оптического явления узнавала Марферина Алексеева. Эффектное оптическое природное явление радует якутян уже несколько раз за последние 2 недели. Примечательно, что жители запечатлели его в таких районах, в которых ранее такое красочное сияние наблюдалось крайне редко. Последний раз подобное свечение было в 2014 году. Как объяснил эксперт, это связано с большой активностью выброса солнечного вещества в открытый космос. Подобная солнечная активность происходит примерно каждые 11 лет. Происходит выброс плазмы около межпланетное пространство. Это состоящее, которое состоит из протонов, электронов и так далее. И они попадают на магнитное поле Земли, вызывают его сжатие, магнитную бурю, которые именно эти частицы, в свою очередь, попадая в магнитное поле Земли, при взаимодействии с частицами атмосферы вызывает их свечение в виде полярных сияний. Чем чаще, сильнее интенсивность этих магнитных бурь, тем более южные регионы охватывают эти полярные сияния.
В зависимости от того, с какими веществами взаимодействует солнечный ветер, такой цвет и приобретает сияние. Например, кислород светится красным и зеленым, азот – синим и фиолетовым. Сияние образуется чаще всего на высоте около 100-150 километров. Завораживающее природное явление мечтают увидеть многие туристы и фотографы. Однако время от времени возникают разговоры о том, что наблюдение за северным сиянием опасно для здоровья. Мнение по этому поводу у экспертов разделяется. Сейчас считается, что не влияет никак на здоровье и на состояние вообще человека. Да? Но в свое время вот советские ученые выяснили, что северное сияние негативно влияет на людей с психическими заболеваниями. Они экспериментально выяснили, что некоторые формы северного сияния частота совпадает с ритмами работы человеческого мозга. И это вызывает, естественно, нарушение в его работе. Наблюдается обострение, как описывает, как эпилепсия. И у некоторых испытуемых возникали головные боли. И во время магнитных бурь, это уже доказано, смертность от инсульта повышается на 19%. Для людей, чувствительных на магнитные бури, эксперты советуют контролировать артериальное давление, пить больше воды и оградить себя от стрессовых ситуаций. Начиная с этого года и на протяжении предстоящих 3 лет частота северных сияний увеличится. И если вы планируете лицезреть это зрелищное явление, лучше наблюдать за ним в промежутке от 21 часа до 3 ночи и вдали от городских огней. Также можно заранее отслеживать солнечную активность на специализированных сайтах с прогнозами. Марфирина Алексеева, Виктор Дьячковский, Якутск. Такой запомнится минувшая неделя глазами наших корреспондентов. Вы смотрели итоговую программу «Якутия. День за днем». Мы и дальше продолжим следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго.